Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшик Шара. Президент Абхазии Аслан Джания поздравил президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада с 55-летним юбилеем. Вы являетесь примером истинного патриотизма, беззаветного служения интересам своего народа и государства. Подтверждением тому являются события последних лет в вашей стране. Несмотря на колоссальное давление извне, под вашим руководством народ Сирии смог спасти родину от натиска недругов и международного терроризма, защитить суверенитет и территориальную целостность своей страны, говорится в поздравлении. От имени народа Абхазии Джания выразил признательность Башару Асаду за мужественное решение по установлению дипломатических отношений между Абхазией и Сирией, принятое несмотря на международное давление. Для нас имеет огромное значение укрепление дружественных связей с Сирией, страной, имеющей богатую историю и культуру, отметил Джания. 25 лет назад трагически оборвалась жизнь государственного и общественного деятеля Абхазии, ученого с мировым именем Юрия Николаевича Воронова. В ночь с 11 на 12 сентября 1995 года у порога своей квартиры он был убит выстрелами из автомата. Археолог, историк, кавказовед, человек, душой болеющий за судьбу Родины и всегда отстаивающий истину. Все это о нем. О масштабе личности Юрия Воронова, его вкладе в развитие абхазской науки и государственности в репортаже Эсма Голанзе. Почтить память Юрия Воронова и возложить цветы к его могиле пришли вице-президент Бадра Гунба, члены правительства, представители общественности, родные, друзья и коллеги ученого. Ежегодно к могиле Юрия Воронова приходят учащиеся 3-й Сухумской школы, носящие его имя. Отрадно, что подрастающее поколение хранит память о выдающемся ученом и государственном деятеле Абхазии. Несомненно его благородство, готовность всегда сразиться с неправдой. Однако Дон Кихот почти во всем, за что не брался, оказывался непрофессионалом. А Юрий Николаевич становился мастером во всем, за что не принимался. Он одновременно жил и прошлым, которое скрупулезно изучал, и сегодняшним, и будущим, легко переносясь из одного века в другой, перемещаясь то в Китай, то во Францию, то на Кавказ. Особенно трудно было с ним тем, кто в дискуссиях привык брать не фактами, а напролом. Юрий Николаевич абсолютно не способен был действовать вопреки истине, научным фактам, даже понимая, что придется тревожить сложившиеся авторитеты. Как это и произошло на поле истории Абхазии и Грузии. Абхаз с русской фамилией. Так говорили о Воронове его друзья и соратники. Главной областью его исследований была Абхазия. Именно он создал археологическую карту нашей страны. Участвовал в раскопках замка Баграта, Севастополиса, Анакапии. Руководил Цибельдинской и другими важными археологическими экспедициями. Неоценим вклад Юрия Воронова и в общественно-политическую борьбу нашего народа. Во время войны именно благодаря его усилиям удалось прорвать информационную блокаду вокруг Абхазии. Я вспоминаю годы, когда мы с ним 11 лет возглавляли Совет молодых ученых Абхазии. Ежегодно проводили различные мероприятия, скажем, в Пицунде, в Сухуме, в других городах. Пришло время, когда ему пришлось пережить тяжелейшие времена. И Юра Воронов не просто достойно выступал на многих международных площадках, говорил о правде, которая происходит в Абхазии, а был связующим между российским и абхазским народами. Юрий Воронов написал сотни научных трудов, книг, публицистических очерков и статей. По учебнику, один из авторов которого Юрий Воронов, студенты и школьники до сих пор изучают древнюю и средневековую историю Абхазии. Я читала по истории, я по его некоторым книгам и произведениям делала доклады. Он умер за 11 лет до моего рождения. Но очень много в моей семье о нем говорят. У нас все еще где-то в разговорах проносятся его фразы с прибавкой через 10 секунд, а это он сказал. Одна из таких фраз, это, наверное, любимая в нашей семье, это фраза про стержень. То есть, когда они отправляли моего дядю в Польшу, то они боялись, что все ли с ним будет в порядке, и прозвучала фраза про то, что если у человека есть стержень, то он всего добьется.
Жизнь Юрия Воронова трагически оборвалась 11 сентября 1995 года, когда он был убит на пороге собственного дома. Вот так жестоко и цинично расправились с выдающимся ученым, боровшимся за свободу и независимость Абхазии, единственным оружием которого были интеллект и блестящая эрудиция. Юрий Воронов был посмертно награжден орденом Ахтзапша первой степени. Народ Абхазии с благодарной памятью вспоминает замечательного ученого, борца за свободу республики и бережно относится к его бесценному научному наследию. Эсма Голанзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. МИД Республики Абхазия прокомментировал появившиеся в контексте событий в Беларуси призывы ряда известных политических и общественных деятелей России к объединению с Российской Федерацией, Белоруссией, Абхазией, Южной Осетией, Приднестровья, а также ДНР и ЛНР. Не отрицая возможности обсуждения тех или иных интеграционных проектов в рамках евразийского пространства, считаем необходимым обратить особое внимание на политический статус Республики Абхазия, который не подлежит пересмотру и носит необратимый характер, заявляет МИД Абхазии. МИД Абхазии призывает общественно-политических деятелей России воздерживаться от заявлений, противоречащих официальной позиции российского государства, затрагивающих интересы Республики Абхазия и касающихся политического статуса нашей страны. Сообщение Республиканского оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 273 граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден у 38 из них. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 58 человек, из них 55 подтвержденных на COVID. Пациентов в тяжелом состоянии 5 человек, в средней степени тяжести 12 пациентов. Выписан 1 человек. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 610 человек. Из них 165 пациентов выздоровели, 6 летальных случаев. Центр социально-экономических исследований Абхазии продолжает цикл семинаров «Новая фаза. Кризисы, вызовы и возможные ответы». На этот раз темой встречи стал сектор теневой экономики в республике. В беседе приняли участие ученые, предприниматели и экономисты. Подробности в репортаже Гугуцы Вардания. Феномен развития теневой экономики актуален во многих странах мира, и Абхазия не исключение. Теневой сектор стал мощным фактором, влияющим на социальные, экономические и политические процессы, происходящие в республике, отметили участники семинара. Один из основных докладов «Роль государства в легализации теневой экономики в Абхазии» представила кандидат экономических наук Амрат Сужба. В своей работе ученый подчеркнула, что избежать сектора скрытой экономики в послевоенной Абхазии было крайне сложно. В это время теневая экономика обеспечивала доходами большую часть населения страны. То есть обеспечивала их, прямо можно сказать, средствами к существованию, да, к выживанию. Однако последующие годы негативное влияние результатов теневой экономики – это неплатежи, уход от налогов, деформация социального поведения, дезорганизация процессов в официальной экономике все более усиливалась. И это влияло на возможность выполнения государством своих функций в полной мере. По экспертным оценкам ЦСИ, объемы теневого сектора в экономике нашей республики составляют около 50-55%. Такой показатель, достаточно высокий показатель доли теневой экономики в ВВП, он затрудняет оценку, реальную оценку состояния и прогнозирования социально-экономических процессов, снижает эффективность системы государственного регулирования экономики, порождает и питает коррупцию и негативно влияет на имидж государства. Амрат Сужба также подчеркнула, что легализация экономики является одной из ключевых проблем социально-экономического развития государства. В рамках проводимых в этой сфере реформ одним из главных шагов должна стать детенизация – вывод основной части экономики из тени. Согласно разработанной ЦСИ стратегии социально-экономического развития до 2025 года, основным параметром на ближайшее десятилетие должен стать ее удельный вес в размере 20-25% ВВП. Амрат Сужба также отметила, что на сектор теневой экономики в Абхазии влияет и высокий уровень скрытой занятости. По данным Управления госстатистики, уровень занятых в экономике составляет около 30%. Однако значительная их доля, около 43% от занятых, приходится на непроизводственную сферу. Это здравоохранение, образование, наука, органы управления.
И наиболее частым примером теневых трудовых отношений является бесконтрактный прием на основе устной договоренности, в результате чего работодатель предполагает сократить свои издержки, связанные с выплатой налогов и отчисления на социальное страхование. Также часто встречается и расхождение фактических и формальных условий приема на работу и оплаты труда. То есть, к примеру, работник подписывает договор при достаточно низком уровне оплаты, а реальные выплаты определяются устным соглашением, и таким образом серая зарплата может несколько раз превышать зарплату по ведомости. На семинаре обсудили проблемы энергоотрасли Абхазии. Как говорят специалисты, в энергосистеме республики складывается очень сложная ситуация. Существующих мощностей катастрофически не хватает для обеспечения возрастающих потребностей населения и экономики в целом. Сегодня уже довольно сложно подключать крупные объекты реального сектора экономики. Вот в связи с этим 2 года назад правительство решило пойти по пути ограничения нового вида энергозатратной деятельности по майнингу криптовалют, что является лишь краткосрочной отсрочкой технического кризиса в энергетике. Однако для решения данной проблемы был выбран путь полумер. Так, в 2018 году было принято постановление Кабинета министров Республики Абхазия от 28 декабря о временных мерах по ограничению потребления электроэнергии отдельными категориями абонентов, в котором утвержден запрет на майнинг криптовалют с использованием сетей РУП «Черноморэнерго». Но при этом не был введен запрет на ввоз данного оборудования в Республику Абхазия. И фактически РУП «Черноморэнерго» осталась один на один с проблемой неконтролируемого увеличения подключаемых нелегальных мощностей с ограниченными рычагами воздействия, которые в основном сводились к физическому отключению выявленных нелегалов, что не мешало им в дальнейшем подключаться к нашим сетям снова. По мнению специалистов, такое положение дел привело к тому, что произошел неконтролируемый нелегальный рост числа криптоферм. Согласно экспертным оценкам РУП «Черноморэнерго», на данный момент с учетом роста нагрузок в энергосистеме установленная суммарная мощность оборудования для майнинга составляет не менее 40-45 мегаватт. Данная мощность при условии круглосуточного потребления в течение всего года способна потребить около 400 миллионов киловатт-часов. А это большая часть нашего прогнозируемого дефицита электроэнергии в Республике Абхазия. Так, прогнозируемый дефицит на оставшиеся месяцы 2020 года с учетом нашего потребления может составить 704 миллиона киловатт-часов. Руслан Кварджия также отметил, что ввиду регулярного увеличения нагрузок и отсутствия необходимых капитальных вложений за весь послевоенный период возникает риск работы энергосистемы в аварийном режиме. Из обсуждения сектора теневой экономики участники семинара перешли к теме коррупции и принятом законе о коррупции. Данный закон требует для своей реализации принятия ряда развивающих нормативно-правовых актов. К сожалению, мы забываем о такой превентивной мере предупреждения коррупции, как антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов. Бороться с уже совершенным преступлением – это, конечно, не так легко, но коррупцию надо пресекать на зачатке. То есть нормативно-правовые акты, которые регулируют общественные отношения, в них закладывается тот самый коррупциогенный фактор, о котором мы сейчас говорим. Как отмечали участники встречи, тема теневой экономики достаточно сложная. Изучать ее в рамках одной встречи практически невозможно. Однако вывод был сделан. Четкое соблюдение правил налогообложения при его упрощенной системе, пунктов, прописанных в антикоррупционном законе, и, конечно, добросовестность каждого гражданина республики. Соблюдение этих и других правил будет способствовать выведению из тени экономики. Гугу Савардани, Алексей Баструков, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. В одной из наших ближайших программ смотрите расширенный репортаж о семинаре в ЦСИ. А сейчас криминальная хроника. Материал предоставлен пресс-службой МВД Абхазии. Оружие и боеприпасы изъяты сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД совместно с уголовным розыском отдела внутренних дел Гудаутского района у жителя села Лыхны. На момент задержания переносил в рюкзаке автомат системы Калашникова с патронами к нему
Пистолет системы Макарова, также с боеприпасами, и ручную гранату F1 с запалом гражданин Курмази Астамур Владимирович, 1976 года рождения. В отношении последнего за незаконное хранение оружия и боеприпасов возбуждено уголовное дело. При обследовании квартиры жителя поселка Гудзера изъято наркотическое вещество. Гражданин Эмуркба Роберт Сергеевич, 1971 года рождения, на балконе своего жилища в стеклянной емкости, а также в выдвижном ящике хранил наркотическое вещество марихуана. Оперативные меры по обнаружению и изъятию наркотического вещества реализовали сотрудники уголовного розыска Гулырыбского районного отдела внутренних дел. Уголовное дело, возбужденное в отношении гражданина Эмуркба по части 1 статьи 223 Уголовного кодекса Республики Абхазия, расследует следственная группа районного отдела внутренних дел. Уголовное дело по факту изъятия огнестрельного оружия у жителя города Сухом Накопия Иракли Зурабовича, 1995 года рождения, расследует отдел дознания столичного управления внутренних дел. У вышеназванного гражданина сотрудниками уголовного розыска при личном досмотре изъят незаконно хранимый пистолет системы Макарова калибра 9 мм с патроном к нему. Как установлено экспертами, изъятый пистолет является огнестрельным оружием, переделанным и захолощенного в боевой, технически исправен и пригоден для производства выстрелов. Житель города Гудаута Горгулия Джон Борисович, 1977 года рождения, задержанный после прохождения таможенного контроля КПП ПСО сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии, в присутствии граждан, приглашенных в качестве понятых, выдал хранимое в себе наркотическое вещество метадон. Ранее мужчина проглотил упакованный сверток с наркотическим веществом и перевез на территорию Абхазии. Указанными умышленными действиями Джон Гургулия совершил незаконное приобретение, хранение, перевозку без цели сбыта, а также незаконный ввоз на территорию Республики Абхазия наркотического средства. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 223 и части 1 статьи 224 прим. 1 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Расследование проводит транспортная прокуратура Республики Абхазия. В возрасте 85 лет ушел из жизни известный общественный деятель Абхазии Юрий Спиридонович Латария. В 70-х годах Юрий Латария работал в системе авиации Абхазии, был заместителем командира, а затем и командиром Сухумского объединенного авиаотряда гражданской авиации. С 1985 по 1992 годы Юрий Латария, депутат Верховного Совета Абхазской АССР 11-го созыва, в 1990 году решением руководства Союзного министерства гражданской авиации был направлен генеральным представителем Аэрофлота в Словацкой Республике. С 1992 по 2002 годы являлся уполномоченным представителем Верховного Совета Абхазии в ЧСФР. В 2003 году являлся заведующим отдела парламента Юрий Спиридонович Латария, известный общественный деятель Абхазии. Долгое время он возглавлял организацию родственников жертв политических репрессий. Он также является автором книги памяти жертв политических репрессий в Абхазии 30-40-х годов XX века. По распоряжению премьер-министра республики Александра Анкваб создана комиссия по организации похорон Юрия Спиридоновича Латария под председательством генерального директора Сухумского международного аэропорта Вячеслава Эшба. Занятия в Абхазском государственном университете начнутся 21 сентября. Решение об этом было принято на ректорате АГУ. Ранее в марте в связи с пандемией на очном отделении вуза был приостановлен учебный процесс. Многие факультеты перешли на онлайн-обучение. Затем в мае занятия были возобновлены, но учебный процесс уже сдвинулся. Да и не все студенты смогли закрыть сессию вовремя. Поэтому было решено начать новый учебный год на неделю позже. Таким образом, занятия в АГУ начнутся 21 сентября. Выслушав информацию на ректорате и обсудив этот вопрос, было принято решение, чтобы добавить еще одну неделю, чтобы полностью завершить на всех факультетах эти пересдачи. А учебный процесс должен начаться с понедельника, то есть 21 числа. Здесь мне хотелось бы сказать еще об одном, что ряд общественных организаций обратились к президенту с просьбой в связи с этой пандемией ужесточить некие режимы. Мы пока ничего не предполагаем это делать, но должны помнить одно, что в нашем вузе обучаются более 2500 студентов, которые приезжают из всех районов практически Абхазии, и мы должны, наверное, думать и о эпидемобстановке, и думать о их здоровье.
В Министерстве туризма вручили подарочный сертификат победителям фотоконкурса «Лучший семейный отдых». Ими стала семья Кузиных из Москвы. Любой прибывший к нам человек может получить в подарок отдых в Абхазии. Конкурс проводится абсолютно честно и прозрачно. Мы будем продолжать наш конкурс, сказал, приветствуя гостей, министр туризма Теймураз Хишба. Как отметили организаторы, подобные конкурсы носят имиджевый характер. Это имиджевый проект, он проводится ежегодно в рамках развития туристического потенциала республики под именем «Лучший семейный отдых». В прошлом году мы проводили этот конкурс. Все отдыхающие, которые посещают Абхазию, Пицунду в частности, делают фотографии, загружают на свои социальные сети и оставляют отзывы, рекомендации для будущих туристов. И тем самым мы формируем базу людей, которые участвуют в проекте, и потом разыгрываем номерки, в рамках которого они заполняли специальную форму. И в прямом эфире мы это все проводим. Соответственно, победители, которые в прошлом году выиграли, в этом году приехали на 10 дней на бесплатный отдых. Мы надеемся, что мы ежегодно будем проводить подобные имиджевые проекты, потому что они развивают положительный имидж в России, в мире в целом. В Национальной библиотеке имени Папа Скир состоялась презентация книги журналиста Владимира Хашба «Артем Амкуаб. Жизнь и творчество». Мероприятие организовал Союз журналистов Абхазии. Владимир Хашба много лет работал над этой книгой. В ней отражены основные этапы жизни и творчества Амкуаба, собраны воспоминания коллег и соратников о нем. Автор постарался вернуть читателю историю вчерашнего дня. Артема Амкуаба можно назвать патриархом абхазского радио. Большие трудности, с которыми сталкивалась редакция, ложились на плечи Артема Аджировича и его соратников. В книге собрано большое количество материалов, воспоминаний о жизни и творчестве Артема Амкуаба. По сути, эта книга есть история абхазского радио, отмечали участники встречи. Очень долго собирал нужные материалы в архивах. Так встречался с людьми, которые знали близко Артема Аджировича. Но, к сожалению, было очень трудно, потому что в архивах очень мало осталось материалов. Эти материалы нужно было как-то обобщить. Я желаю и хочу, наши молодые коллеги знали об Артеме Аджировиче, знали о наших коллегах, старших. Там не один Артем Аджирович, есть много таких, которых нужно знать обязательно, потому что это пригодится. Да потом уже молодое поколение придет время, когда им надо будет тоже кому-то передать свой этот опыт. Впервые в Сухуме стартовал фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел руками женщины. С участием мастеров декоративно-прикладного искусства, народного творчества, ремесленниц, дизайнеров, художников и представительниц других творческих направлений. Организаторами фестиваля является торгово-промышленная палата Абхазии. Главная его цель – популяризация народных художественных промыслов и ремесел, возможность представить многонациональное богатство товаров и услуг, производимых женщинами Абхазии, сохранить материальное, духовное и культурное наследие и привлечь внимание к истокам самобытности женщин, представительниц народов, проживающих в Абхазии, а также помощь женщинам стать более социально активными. В фестивале «Руками женщины» приняли участие более 50 мастериц из разных районов Абхазии, которые представили широкой публике свои работы. Планируя и претворяя в жизнь данный проект, торгово-промышленная палата прежде всего ставит цель – это поддержка женского предпринимательства. Это лучшие механизмы гендерного равноправия. В первую очередь это даст возможность для творческого развития. Это бизнес-площадка, которая предоставлена, это возможность наладить деловые и личные коммуникации с представителями власти, бизнеса, познакомиться, найти для себя новых друзей, поделиться опытом, возможно, и раскрыть какие-то свои секреты вашего творческого мастерства. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью 17-22, днем 26-31 градус. Температура морской воды 25 градусов.
На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.